Добрый вечер, дорогие телезрители! Сегодня наша программа посвящена Году матери в Республике Саха, Якутия. Материнство является одной из наиболее значимых, фундаментальных ценностей человека. В Якутии проводится целенаправленная, комплексная работа по улучшению положения женщин, сохранению, укреплению института семьи и ответственному родительству. История любого народа, весь мир вокруг и жизнь каждого человека берет свое начало от самого важного – от матери. Во все времена матери выполняют особую, ни с чем не сравнимую миссию – продолжить род, хранить семейный очаг. И от того, кем вырастет мать своих детей, какие чувства вложит в их души, зависит не только жизнь человека, но и состояние всего общества. У народов Якутии в суровом климате женщина, мать, всегда была источником тепла и душевного спокойствия. Была центром семьи, оберегая ее, наделяя любовью и созидательной энергией. В счастье всех матерей Якутии заключается счастье всего общества. Это наша важнейшая ценность и нравственная опора для успешного развития в настоящем и будущем. Утверждая это, я объявляю юбилейный 2022 год Годом матери в Республике Саха-Якутия. Сегодня нам очень важно создавать для женщин, для мам и детей лучшие условия для жизни, общения и карьеры. Продолжая богатый опыт республики, мы ускорим решение самых острых проблем материнства и детства. В год матери мы должны поднять в обществе широкую волну уважения к женщине, уважения к матери. И чтобы подчеркнуть особый статус столетия республики, особый статус Года матери, я предлагаю учредить для каждого ребенка, рожденного в Якутии в юбилейном году, целевой капитал «Дети столетия» в размере 100 тысяч рублей на каждого. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 23 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции подчеркнул, что счастье, радость отцовства и материнства выше материального благополучия. Нужно показывать все положительные стороны этой большой, дружной, красивой семьи, показывать, какое это счастье иметь детей и убеждать людей в том, что большего счастья в мире и в жизни не существует. С открытием Года матери в Республике Саха-Якутия приветствует заместитель председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Анна Юрьевна Кузнецова. Уважаемый Айсен Сергеевич, уважаемые жители Якутии, рада поздравить вас с торжественным открытием Года матери в Республике. Самое дорогое, что у нас есть в жизни, это семья, дети, родители. Мне очень радостно, что в Якутии так бережно относятся к семейным ценностям, поддерживают традиции отцовства и материнства. Когда прошлым летом я была в республике, радостно было видеть на улицах города столько социальной рекламы, в том числе посвященной многодетным семьям. У меня остались самые теплые воспоминания от встречи и с активными участниками отцовского движения, знакомства с их реальными делами. Мы видим, как многие предложения, которые рождаются в регионах, находят отражение в семейной политике государства. Например, решение президента России об установлении Дня отца поддержали миллионы пап, мам по всей стране. И это стало гармоничным дополнением уже установленных праздников Дня матери, Дня защиты детей, Дня семьи, любви и верности. Надеюсь, что в Якутии проведение Года матери поможет не только укреплению статуса семьи, повышению ценности материнства, но и позволит ускорить решение актуальных проблем в сфере защиты семьи и детства, в том числе и те, которые мы обсуждали, когда я была в республике. Активное сотрудничество с республикой продолжается сейчас. Недавно в Москве мы с представителями Якутии обсудили вопросы помощи, лечения детей и другие предложения, которые уже сейчас взяли в работу. И в завершении позвольте еще раз поздравить вас с открытием Года матери. Пусть он станет временем новых возможностей, помощи семьям. А всем мамам Якутии желаю крепкого здоровья, радости, благополучия и, конечно, счастья вашим семьям, вашим детям. Женщина – это основа жизни на Земле. Именно женщина дает жизнь человечеству, и в этом ее уникальность. Для любого народа мама – это святое, ведь от нее зависит будущее нации. Приветственное слово главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева.
Үтө көйінен күнді бір дөйдулақтырым. Дорогие якутяне, друзья, я очень рад, что жители Якутии поддержали идею Года Матери в нашей республике. Об этом мне многие люди пишут, говорят при встречах. Вся самобытная культура, все духовные устои нашего многонационального народа пронизаны уважением к матери и семейным ценностям. Мы живем в самом суровом климате на планете, и поэтому особенно ценим тепло материнских рук. Ценим атмосферу душевного тепла в наших домах, которую оберегают матери. Нам очень важно создавать женщинам, всем мамам, лучшие условия для жизни, для общения и карьеры. Нам важно быстрее и эффективнее решать проблемы, которые становятся препятствием для их благополучия. Я поручил правительству республики в рамках Года Матери принять решение по наиболее острым вопросам для многодетных и приемных семей, по сохранению здоровья матерей, по их занятости и профессиональной востребованности. Свои решения принимают и муниципальные образования республики. В юбилейный год Якутии мы ввели в действие целевой капитал «Дети столетия». С 1 января родилось уже более 700 маленьких якутян, которым он полагается. Я очень надеюсь, что благодаря всем этим мерам многие мамы почувствуют внимание к себе и станут счастливее. Я также надеюсь, что Год Матери расширит возможности для самореализации якутянок, будь то в творчестве, в науке или в бизнесе, в любой профессии и выбранном деле. В этом году мы отмечаем столетие государственности республики, и я хочу еще раз подчеркнуть значение этой исторической даты. 100 лет назад именно поворот Якутии к прогрессу коренным образом изменил судьбы женщин. Сегодня женщины, матери, составляют высокообразованную, успешную и деятельную часть нашего общества. Я бы очень хотел, чтобы инициативы Года Матери вовлекли их в свою орбиту как самую активную часть гражданского общества, благотворительности, волонтерского движения. Дорогие друзья, сейчас мы проходим через большие испытания. Почти 2 года мы делаем все, чтобы защитить здоровье и жизнь людей от опаснейшей инфекции. К сожалению, пока еще не побежденной. Но я уверен, что победа не за горами. И нам очень важно выйти из этих испытаний достойно. Важно сохранить человечность и укрепить доброе отношение к людям в семье и в коллективе, в своем окружении. А для этого нам всем надо прислушаться к материнскому сердцу, к теплой и заботливой материнской душе. Сегодня я хочу сказать слова поддержки и благодарности всем женщинам Якутии. В сложнейшей ситуации, без суеты и паники, вы делаете свое дело, учитесь, работаете, заботитесь о близких. Я от всей души желаю вам, дорогие якутянки, самое главное – здоровья и душевного спокойствия. Желаю вам верить в себя и получать поддержку окружающих людей. Счастья и благополучия, добра и оптимизма всем вам. Күнді елер. Бұқа барғатығар жолы хоргуну, кытанақ дұрубені бағарабын. Бар жоңғытын арчылы, араңатчылы ғылжын, уйгула холығы ая тута тұрын. Роль женщины во всех областях жизни общества растет, причем динамично. То, что это глобальная тенденция, простирающаяся в будущее, никем всерьез не оспаривается. Мы, женщины, не только неотъемлемая составляющая исторического процесса, но и его все более значимая движущая сила. Якутская женщина издавна ассоциировалась с понятием прекрасного, очень нежного и олицетворяла жизнь на земле. Народ Саха в своих легендах, песнях, стихах воспевал прекрасную девушку. На протяжении своего существования у якутского народа женщина занимает главенствующее положение, ведь от нее зависит будущее нации. Испокон веков перед ней стояли те же задачи, которые актуальны и ныне. Стать прародительницей, воспитателем детей, главной хранительницей очага для своей семьи. В суровых обстоятельствах быта и природно-климатических условиях Северного края женская доля была нелегкой. У большинства женщин основными обязанностями были ведение домашнего хозяйства, ухаживание за скотом, кормление, обшивание всего семейства и занятия детьми.
За прошедшее столетие жизнь женщин Якутии бесповоротно изменилась. Якутянки строят успешную карьеру. Они блестящие специалисты во всех областях. Сегодня женщины составляют основной костяк работающих в здравоохранении, образовании, торговле, культуре, в банковской деятельности и предпринимательстве. По уровню образования женский пол занимает ведущее место в целом по республике. Женщины республики отличаются высоким уровнем образования и значительной экономической активностью. Все большее число женщин самостоятельно реализует проекты в области социального предпринимательства, особенно в сферах дошкольного и дополнительного образования, культуры, оказания социальных, юридических, психологических и иных общественно полезных услуг. Женщины активно участвуют в управлении республикой. У нас в студии одна из ярких женщин-политиков, заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Ольга Валерьевна Балапкина. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, в этом году в послании главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева, год, в котором мы с вами живем, в год нашего столетия республики, был определен годом матери. И кем бы мы ни были – женщинами-политиками, женщинами, работающими, успешно развивающими себя в социальной сфере. Для нас главное – это наши мамы. И, конечно же, сегодня именно ради мам, которые дают нам жизнь, мы и продолжаем жизнь. Ради мам мы продолжаем и творить. Ради мам мы стараемся быть лучше и прекрасней. И, конечно же, в течение всего этого года я много раз обращалась к детям и говорила: берегите своих мам, кем бы вы ни были. В наше сложное время главное – сохранить маму и всегда помнить, если ее уже нет, тепло ее слов и рук. И всегда знать, если она рядом, что нужно ее беречь. Сегодня мы находимся на старте Года матери. И очень хотелось бы, чтобы каждый сейчас четко понимал: мама – это самое главное, мама – это самое сокровенное, мама – это самое любимое. Пусть наши мамы будут живы как можно дольше и здоровы. И это в наших руках детей. Спасибо, Ольга Валерьевна. Вопросы семьи, материнства, отцовства и детства являются приоритетными векторами социальной политики в нашей республике, на которые направлены усилия органов власти, как исполнительной, так и законодательной. В программе принимает участие председатель постоянного комитета Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия по делам семьи и детства Алена Николаевна Атласова. Алена Николаевна, добрый вечер. Добрый вечер. С принятием Конституции нашей республики, Российской Федерации, мы провозгласили детей приоритетом государственной политики. И, соответственно, работа парламента, нашего правительства, главы республики направлена на то, чтобы поддержать традиционную семейную политику, чтобы у нас дети росли в полной семье, воспитывались, росли и развивались. И, соответственно, мы, народные депутаты, ориентируясь на наказы наших избирателей, работаем во благо нашего народа, наших семей, детей. И, к примеру, я могу привести закон, который сейчас уже работает. Это статус многодетной семьи. Причем хочу здесь отметить, что по всей Российской Федерации нет еще единого закона, а в нашей республике он уже работает. И до принятия этого закона, вот представьте, у нас было 27 тысяч более многодетных семей, а сегодня их более 31 тысячи. И это наша системная работа по отношению вот в этом направлении. И то, что год объявлен Годом матери главой республики, это говорит о том, что мы в этом году будем последовательно, системно развивать эту тему, работать. И, конечно, очень надеемся на решение тех проблемных вопросов, которые обозначил Айсен Николаев в своем послании. Это прежде всего обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей и улучшение жилищных условий для семей с 5 и более детьми. Это, конечно, те вопросы, которые из года в год
практически не решались. И, соответственно, мы очень надеемся, что взаимодействие с правительством, парламента мы сможем сделать и планомерно подойти к этому вопросу, чтобы действительно сделать так, чтобы эти вопросы решились и улучшились. В Год матери мы надеемся, что совместными усилиями с правительством наконец будут реальные шаги для того, чтобы решить эти проблемные вопросы. И в Год матери я хочу пожелать нашим семьям, матерям, отцам и нашим детям благополучия и крепкого здоровья. Спасибо, Алена Николаевна. Спасибо. Одним из основных направлений деятельности Министерства труда и социального развития Республики Саха-Якутия является реализация государственной, семейной, демографической политики, поддержка материнства, отцовства и детства. Сегодня Министерство – это координатор Года матери в нашей республике. Об основных мероприятиях плана Года матери расскажет министр труда и социального развития Республики Саха-Якутия Елена Александровна Волкова. Елена Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, что в последние годы приняты очень серьезные решения, направленные на поддержку материнства и детства, благодаря решениям федерального уровня Владимира Владимировича Путина, нашего президента, и, конечно, благодаря тем решениям, которые приняты у нас в республике, главой республики Айсеном Сергеевичем Николаевым. И, конечно, есть результаты. Цифры говорят за себя, и мы всегда подчеркиваем, что республика сохраняет свои лидирующие позиции по рождаемости. Объявленный главой республики 2022 год, юбилейный год для республики, Годом матери, свидетельствует о том, что в республике проводилась и проводится целенаправленная, систематизированная политика в области поддержки материнства и детства. И вот сегодня, когда мы с коллегами, с органами государственной власти очень такие серьезные предложения внесли общественные организации, когда мы сегодня разработали уже план мероприятий по проведению Года матери, конечно, основные его направления будут направлены на дополнительные меры, как финансового, так и нефинансового характера. И мы полагаем, что вот эти вот меры по проведению Года матери, они станут частью последующих мероприятий и в последующие годы, и будут также заложены в основу целостной системы поддержки материнства и детства. Я хочу отметить, что большой пласт мероприятий будет проведен Министерством здравоохранения. Мероприятия, которые направлены на поддержание здоровья, женского здоровья. Это и усиленная профилактика, диспансеризация, это дополнительная специализированная медицинская помощь по профилю акушерства и гинекологии. Совместно с Министерством образования будут проведены дополнительные мероприятия по личностному развитию девочек, как будущих матерей. С органами занятости будут проведены дополнительные работы по содействию занятости тех мам, тех женщин, которые сегодня находятся в поиске работы. Как я уже сказала, большой пласт предложений внесли наши общественные объединения. Это, конечно, и Матери России, это и Союз женских организаций, это Форум подруги, Лига отцов очень принимает активное участие в подготовке плана мероприятий. И, конечно, они будут реализованы. Хочу отметить, что в каждом районе республики сегодня формируется свой план мероприятий. На предприятиях и организациях задумываются, как мы будем проводить этот год, как будем чествовать наших матерей. И здесь вот очень важно для каждого из нас понимать, что это ведь не только задача государственных органов, органов местного самоуправления. Это, наверное, задача каждого из нас. Сегодня задуматься еще раз, вот в этот год, задуматься, как-то обратить особое внимание, особую заботу нашим матерям. Ну и я думаю, что вот это осознанное чувство, оно должно быть закреплено в каждой семье республики. Спасибо, Елена Александровна. Важность поддержки молодежи и общественных организаций, создания условий для их развития являются основными направлениями государственной политики нашей республики. Об этом подробнее нам расскажет министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия Петр Витальевич Шамаев. Петр Витальевич, добрый вечер. Здравствуйте. Этот год очень важный год для нашей республики, юбилейный год
столетний объявлен Годом матери нашим главой Айсеном Сергеевичем, мы думаем, что это очень правильное и очень своевременное решение. Все министерства, так же как и наше министерство, будут прикладывать все усилия для того, чтобы этот год был встречен нашим населением позитивно. И в этом году мы направляем на поддержку матерей, семьи и отцовства 2 раза больше грантов на грантах главы Республики Саха-Якутия. Будет разыгрываться всего 97 миллионов рублей, и мы уже начинаем сбор предложений и проектов с наших некоммерческих общественных объединений с 1 февраля. Оно продлится примерно месяц. Приглашаю всех вас принять участие, и я думаю, мы сделаем этот год все вместе, совместно, немного лучше. Спасибо, Петр Витальевич. Территория нашей Якутии огромная. Каждый улус по-своему уникален. По традиции ежегодно в каждом муниципальном образовании объявляется тематика года. В Жиганском национальном и Венкийском, Сунтарском и Вено-Батантайском национальном районах объявлен год семьи. В Алёкпинском районе год молодой семьи. В Мегино-Кангаласском районе год семейного благополучия, а в Момском год семейной экономики. Все это говорит о том, что вопросам семейной и демографической политики уделяется серьезное внимание, где каждый человек охвачен вниманием и заботой. Сегодня в нашей программе принимают участие женщины-матери, представители разных муниципальных районов и разных профессий. В Якутии знаком высшей благодарности матери награждаются мамы, в основном многодетные, за особые заслуги в воспитании детей с активной гражданской позицией, вносящих большой вклад в жизнь республики, а также за ее общественную деятельность. Из Амгинского улуса поздравления передает заслуженный работник сельского хозяйства Республики Саха-Якутия, кавалер орденов «Материнская слава» 3 степеней и мать-героиня, почетный работник агропромышленного комплекса Якутии, почетный гражданин Амгинского района Сутакова Аграфена Егоровна. Я очень волнуюсь и очень радуюсь, что 2022 год наш Ильдархан Айсен Сергеевич Николаев объявил Годом матери. Всех женщин, матерей республики поздравляю. Желаю всем крепкого здоровья, больших успехов в работе и во всех делах, огромного материнского счастья. Материнство – это великий дар, огромная ответственность и тяжелый труд. Мы высоко ценим ваши заслуги. Знаком Республики Саха-Якутия «Мать-героиня» награждаются женщины, родившие 10 и более детей. У нас семья большая, у нас 10 детишек. Старшая в этом году заканчивает МГУ, а младший исполняется 3 года в марте в конце. Ну, справляемся, отлично. У нас дети разновозрастные. Есть уже 3 старшие, они уже школу закончили. 2 студентов и 1 сын работает в Якутске. Среднее звено вот в школе тоже учится. И 2 маленьких, они со мной дома сидят. И я вот сейчас думаю, да, с детства вот себя вспоминаю, я всегда в маму играла. Я раньше думала, что дети должны помогать, но в смысле у детей должна быть ответственность своя, и каждый должен за что-то отвечать. А потом вот я много учусь, и мне кажется, что дети, ну, кроме своей спальни, как говорится, ну, и школьных этих заданий, больше ответственности не должны вот они нести за семью. Потому что они еще маленькие, и когда у них возлагается вот эта вот большая ответственность, они не справляются, из-за этого у них вот появляется неуверенность, чувство вины, вот все это начинается, оказывается, когда вот слишком много ответственности перекладывается на детей. По дому, например, они не должны замещать какого-то родителя полностью, да, например, а именно просто помогать. Мама что-то делает, а он принес там, и вот это вот так помогать. 2022 год объявлен Годом матери, это очень здорово вообще. Я рада узнать про такую новость. Вообще это очень хорошо поддерживать матерей, потому что если мама счастлива, то счастливы все члены семьи. Когда между мамой и папой отношения классные, то и у детей будет все здорово.
и они будут здоровы, у них не будет стресса, гармонично будут расти и развиваться. Исторически работа в промышленных отраслях была связана с особыми условиями, в том числе тяжелым физическим трудом, и потому ею в большей степени были заняты мужчины. Однако новая культура производства и его цифровизация существенно влияют на трансформацию промышленности, а доля женщин в этой отрасли растет. Например, на производстве угольной компании «Колмар» в Нюрнбергском районе сегодня трудится 976 женщин. Первоклассница Амелия сегодня гостит у бабушки, так как у Марины Ивановны выходной. С ней она и уроки сделает, и тикток посмотрит, и, конечно же, полакомится вкусностями, которые приготовила бабушка. Марина Ивановна работает на обогатительной фабрике «Инаглинская 1» со дня ее открытия, с 2016 года. Муж Леонид Петрович, который принимал участие в запуске фабрики, как-то предложил супруге: оператором на фабрику пойдешь? Я ему сказала, я не то что пойду, я побегу. Я побежала. Ну, образование есть, корочки есть, сила, здоровье, опыт, жизненный опыт. Вот знаете, какой важный оказывается? Доброе слово мальчишкам скажешь, они вам гору свернут. Когда выполнишь все показатели, стране угля дашь, с выходом с хорошим, с золой с хорошей, влагой, и знаешь, что этот уголь пойдет на экспорт, и люди получат зарплату хорошую от этого угля, то идешь с настроением, чувством выполненного долга. Марина родом из Кемеровской области. Дочка потомственного шахтера после школы решила пойти по папиным стопам и поступила в горный техникум. Закончив его по комсомольской путевке, Марина вместе с одногруппниками приехали в Южную Якутию. Здесь она встретила своего суженого Леонида, с кем решили создать семью. У молодой семьи с разницей в 3 года на свет появились сначала Андрей, затем Оленька. Сейчас дети сами давно родители. Из года в год семейство Рогачевых становится больше. Вчера у меня было важное событие, день рождения. Сегодня я утопаю в букетах. А еще у меня вчера было очень важное событие. У нас родилась 4-я внучка. Подарили мне ее дети, дочка и зять. Живут они у нас в Санкт-Петербурге теперь, но событие очень приятное. Как любящая супруга, мама и бабушка, Марина считает, что роль женщины в семье огромная. Именно от ее жизненного настроя во многом зависит благополучие семьи. Я считаю, что семья – это очень важно. Мы с мужем в браке с 1988 года. Трудностей в семейной жизни очень много. И если женщина сильная, она преодолеет все. Я очень рада, что этот год объявили Годом матери в Якутии. Женщинам еще один праздник. Активная, спортивная, позитивная – вот портрет современной труженицы, которая наравне с мужчинами работает на добыче угля. Женщина, мать и любящая супруга – олицетворение нежности в сфере промышленности. Тамара Игнатьева, Захар Головин, Нерюнгри. Физкультура и спорт стали неотъемлемой частью нашей жизни. Женщины-спортсменки успешно выступают на многих соревнованиях, достойно представляют республику на чемпионатах России и мира, радуя всех нас своими достижениями. Смотрим сюжет о мастере спорта международного класса Надежде Гоголевой, родом из Усть-Алданского улуса, где, кстати, пройдут 8-е спортивные игры народов Республики Саха-Якутия. Хрупкая и женственная, но при этом сильная и выносливая. Все это о Надежде Гоголевой, спортсменке, чемпионке России, обладательнице множества наград, кубков и регалий. И, конечно же, маме. Надежда с мужем воспитывают 2 сыновей – 10 и 13 лет. Муж Надежды все начинания, творческие и спортивные увлечения поддерживает и разделяет домашние хлопоты. А вот сыновья от мамы-чемпионки тоже не отстают. У меня 2 детей, мальчики. Муж Гоголев Дулстан Алексеевич, врач, терапевт. Он сейчас в данное время начинает себя развивать и УЗИстом уже работает сейчас. УЗИст. К детях расскажите, какие у них планы? Собираетесь ли вы отдать в спорт?
Ну, я пока не планировала, но они сами уже пока в данное время занимаются. Потом они сами выберут, профессионально пойдут, не пойдут. Старший сын занимается легкой атлетикой, а младший вольной борьбой. О своих спортивных достижениях чемпионка рассказывает со смущением. Первые большие соревнования и успехи были еще в 2014 году. Затем чемпионаты, Кубки России, марафоны, ультрамарафоны и даже суточный марафон, когда за 24 часа Надежда пробежала более 200 километров. Я родилась в Салданском районе, село Барагонцы. Выросла, где там в Салданском районе участке Элисин. Вот. Я поступила в Чурапчинскую республиканскую спортивную школу, с 8 класса училась до 11-го, потом поступила в Институт физкультуры и начала работать в городе Якутске. Сейчас семья живет в Намцах, а работает Надежда в Якутске. Она служит в полиции. У Гоголевых есть правило: счастье Надежды – это счастье всей семьи. Поэтому и в хобби поддерживают свою маму. Она любит петь и делает это профессионально. Иногда ведет мероприятия. А сейчас и вовсе задумывается о пополнении. Уверена, что в год матери ее желание должно обязательно исполниться. Хороший год. Как раз в этом году я планирую уже. Хочу дочку родить. Успела бы в этот год. Хорошо было бы. При этом малую родину не забывает. Планирует в этом году участвовать в 8-х спортивных играх народов республики, которые пройдут в Усть-Алданском районе летом. Мадина Халикова, Георгий Григорьев, Якутск. Сегодня люди в белых халатах воспринимаются как представители не только самой благородной и гуманной, но и героической профессии. Врачи охраняют самые главные ценности человека – жизнь, здоровье и деторождение. Именно труд врачей позволяет людям вновь вернуться к активной деятельности, обрести уверенность в завтрашнем дне, почувствовать радость жизни. В детском отделении Центральной районной больницы Ленского района работает врач-педиатр, неонатолог с многолетним стажем Елена Еременко. В гостях у нее побывала Анна Кожевникова. От чистого сердца, простыми словами. Давайте, друзья, потолкуем о маме. Мам любых национальностей, вероисповеданий и профессий объединяет одно – большое любящее сердце. В детском отделении Ленской центральной районной больницы работает мама-педиатр Елена Еременко. Это человек, который ко всем своим деткам-пациентам относится как мама. О ней нельзя сказать сухими словами. Назначает лечение, консультирует, наблюдает. В отделении, как и в Ленской ЦРБ, Елена уже 15 лет, окончив медакадемию в Красноярске, после распределения была направлена в Ленск. Я считаю, что эта мама, наверное, как-то к этому подвела, что просто это был как факт. Ты будешь врачом. От пациентов всегда отзывы положительные. Во время работы она выполняет свои все трудовые обязанности. И вся коллектив гордится, что у нас в коллективе работает она в течение столько лет. Елена Викторовна не просто педиатр, она еще и неонатолог, то есть детский врач, который проводит наблюдение за ребенком с момента его рождения и до месяца. Приняли мы ее, конечно, очень хорошо, очень грамотный специалист, неонатолог. Очень много мы с ней прошли, очень многим помогла деткам. У нее очень замечательный муж, замечательная семья, хорошие детки, поэтому достойный человек. Помимо этого, Елена работает врачом в детском саду «Белочка», всегда принимает участие в общественной жизни больницы. Но пандемия внесла свои коррективы и в досуг, и в работу. Когда была первая волна, мы вообще полностью отделение сворачивали, уходили наверх в терапию, нам давали 2 палаты. Мы жили только там, работали как со взрослыми, так и со своими детьми. Дома же Елена – мама 2 замечательных сыновей – 5-летнего Матвея и 3-летнего Ивана. Поэтому по максимуму свое свободное время посвящает семье. Летом это дача, рыбалка. Приучают мальчиков к труду и любви к родному краю. Конечно, во всем молодой женщине помогает муж. Вот такие мамы трудятся в Ленском районе первыми, приходя на помощь заболевшим, не считаясь со своим личным временем. Особенно в трудные будни пандемии. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Каждый момент жизни на селе, каждое событие ложится на плечи хрупких представительниц прекрасной половины человечества. Женщины вносят огромный вклад в сельскохозяйственную отрасль, развивая ее и поддерживая.
В селе Битюдях Мегино-Кангаласского улуса семья Прокопьевых воспитывает 4 детей, имеет свой большой дом и хозяйство. Üçügey, iyiyim istimmişere. Üçügey, küregey, toyuğa. Üçügey, iyiyim намын рета. Большая дружная семья Прокопьевых живут и работают в селе Битюдях. Мама Нюргена Семеновна занимается выпечкой, открыла свой семейный бизнес. Сейчас сидит по уходу за младшим сыном, которому 8 месяцев. Отец семейства Афанасий Юрьевич предоставляет услуги по распиловке мяса в селе. Как сельская семья мы работаем каждый год на сенокосе, заготавливаем дрова, лед. С нашими родными мы содержим крупный рогатый скот. Также у нас есть лошади. А летом разводим свиней и кур, чтобы дети были заняты работой. В 2017 году на республиканском конкурсе сельских семей мы стали победителями и получили премию главы нашей республики. Я как хозяйка пеку торты, пиццы. Таким образом мы приносим дополнительный доход в нашу семью. Старшие дети активно занимаются спортом, помогают родителям по хозяйству. Увлекаюсь футболом. Летом с родными работаю на сенокосе. Зимой заготавливаем дрова. Лед. Вместе с отцом оказываем услуги распиловки мяса. Я в семье старшая дочь. Занимаюсь настольным теннисом. В будущем хочу заниматься теннисом профессионально. Люблю готовить с мамой. Помогаю маме по хозяйству. Семья имеет небольшое подсобное хозяйство. Нюргена Семеновна сама любит иногда присматривать за хозяйством. Мы очень рады, что в нашей республике объявлен годом матери, а в Улусе год семьи. Таким образом, еще больше будет оказываться помощь молодым семьям, родителям. Мы хотим пожелать всем семьям нашей большой республики самое главное – здоровье, счастье и благополучие. Вот так дружно и весело молодая семья проживает в сельской местности, работают, развиваются. А мама, в свою очередь, радует своей теплотой, заботой и любовью. Гульнара Аммосова, Мегино-Кангаласский улус. Ежедневный подвиг, который совершают люди, принявшие на воспитание в свою семью детей-сирот, не может не вызвать восхищения и благодарности. Это люди с огромными сердцами. Дети должны быть счастливы в семьях и согреты родительским теплом. Смотрите сюжет из Нюрбинского района. Мегажекский наследие является самым отдаленным населенным пунктом в Нюрбинском районе. Здесь проживают многодетная приемная семья Васильевых. У Ирины и Алексея Васильевых 4 кровных и 9 приемных детей. Первого приемного ребенка они взяли на воспитание в 2012 году. Нынче у заботливых родителей 9 приемных детей. Самого младшего, полуторагодовалого Сашу, они взяли на воспитание по просьбе старших его братьев, которые тоже воспитываются у них. В 2019 году мы взяли двойняшек. С этого началось. Теперь у нас 9 приемных детей. У каждого ребенка была своя тяжелая судьба, но для нас они самые близкие, родные, любимые. Детей надо растить в любви и не разделять на кровных и приемных. Они просто наши дети, так говорят Ирина и Алексей. И вправду, смотря на заботливых родителей и радостных детей, не сомневаешься в искренности этих слов. У нас традиция есть. Все делать вместе. Старшие делают, а младшие смотрят. Поэтому у нас всегда взаимовыручка, взаимопомощь. Это правило нашей жизни, нашего дома. У каждого ребенка есть хобби. Многодетная семья Васильевых, воспитывающая нынче 9 приемных детей, это большая дружная семья, где нет никакого разделения детей на своих и чужих, а все родненькие. Кюней Антонова, Эдуард Васильев, НВК Саха, Нюрба.
Имена женщин-геологов, открывших якутские алмазы, навсегда вошли в историю нашей республики. Лариса Гринцевич-Попугаева, Наталья Сарсацких, а Екатерина Елагина нашла алмазы на 1 триллион рублей. Приветствуем алмазный мирный! Поправить прическу перед тем, как взять в ламповой самоспасатель и фонарь. В шахту без сизов нельзя, но красивой быть тоже хочется. 3 года подряд рабочий день Айгуль Добрыневской начинается так. Она – одна из немногих женщин, работающих в подземке. Айгуль говорит, на производство, а именно на рудник «Удачный», ее привела любовь. В заполярный город она переехала к своему будущему мужу-шахтеру. Работа в шахте сложная, отбирает немало сил. Но Айгуль удается совмещать карьеру с материнством. У семьи Добрыневских 2 лапочки-дочки. Самое главное, чтобы в семье была поддержка и взаимопонимание. В этом плане муж меня очень поддерживает. Бывает, если я приду с работы уставшая, он может где-то поддержать меня, где-то с детьми присмотреть, где-то по дому помочь. Мы стараемся то же самое делать для нашего папы. Если он устал, мы также ему дадим отдохнуть. График на производстве сложный, посменный, да и работа физическая. Добрыневские говорят, главное, чтобы дома была гармония. Я домой только ночевать прихожу. Теперь у нас и мама также начала работать 7 дней в неделю. Ну ничего, справляемся. Дети растут. Наша старшая вот в школу пошла. Отличница вроде бы. Хорошо учится, значит, все в порядке. Все сытые, одетые, умные, красивые. Айгуль признается, в год матери в Якутии хотелось бы улучшения условий и программ для матерей. Также, чтобы у мамочек было поменьше проблем. Анна Винокурова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Быть учителем – это огромная ответственность. От педагогического мастерства, мудрости и терпения педагога зависит профессиональное становление, жизненная закалка и нравственное здоровье подрастающего поколения. Определяется успех человека в жизни. Алена Васильева – молодая мама 2 сыновей. 2-й год трудится преподавателем по обогащению полезных ископаемых в горно-геологическом техникуме поселка Хандыга. В Тампонский район Алена Анатольевна приехала из Нюрбинского района, где работала инженером-технологом в компании «Алроса». Наша героиня Алена Васильева в 2014 году получила сразу 2 диплома – горного инженера по специальности обогащения полезных ископаемых и экономика и управление предприятием Уральского федерального университета в Екатеринбурге. Алена Анатольевна из тех людей, которые ставят цели и достигают их. За год работы на новом месте она получила 3-е высшее образование по специальности преподаватель горного дела. Успела съездить на стажировку в Албазинский ГОК Хабаровского края и выпустить своих первых студентов. Так сложилось, что Алена одна воспитывает сыновей и, конечно, устает. Поэтому она старается находить время для себя каждый день 1 час. Это занятия хореографией в танцевальном ансамбле ДК «Манчары», стрельба, настольный теннис, просто уход за собой в салонах красоты или встречи с друзьями, после которых она полная силы и энергии приходит домой. Ведь детям нужна здоровая, веселая и отдохнувшая мама. Мамой быть, я не скажу, что сложно, потому что дети – это на самом деле счастье, они нас развивают. Я стремлюсь к тому, чтобы они меня видели такой, какой бы я хотела видеть себя со стороны. Я знаю то, что они все равно вырастут и улетят от меня, станут взрослыми, и каждый момент я пытаюсь запомнить там и провести ее как-то, чтобы запоминалась, и чтобы в их памяти осталась она как светлое, не знаю, светлое детство, счастливое детство. Родные как могут помогают Алене. В первый год адаптации в Хандыгу приезжала мама, а в этом году в техникум поступила племянница, которая правая рука своей тети. Характер у Эджи мягкая. Она заботливая и трудолюбивая. Живя с ней, я чувствую, что я тоже меняюсь. Я как бы становлюсь как она.
Несмотря ни на какие жизненные трудности, наша героиня, молодая мама и начинающий преподаватель Алена Анатольевна Васильева, благодаря правильному распределению собственного времени, своей большой и дружной семье и, конечно, вере в себя, идет вперед. Идей и планов на будущее много. Один из них – поступить в аспирантуру, в реализации которого с такой мудрой и целеустремленной мамой сомневаться не приходится. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Дорогие друзья, объявлен старт Года матери. Впереди много задач, много планов, над которыми предстоит поработать. Все это будет достигнуто совместными усилиями. И мы уверены, что самоотдача и наша сплоченность позволит в наступившем году реализовать все проекты. До новых встреч!